Вот 21 апреля 1996 году это произошло. Погиб великий сын чеченского народа, первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. Весть о гибели Джохара мгновенно облетела республику, а затем и весь мир. Многие чеченцы просто отказывались в это верить. Появлялись упрямцы, доказывающие, что Джохар просто ранен. А слухи о его смерти специально распускаются его соратниками, чтобы сбить со следа российские спецслужбы и вывести его за границу для лечения. Даже находились такие очевидцы, с которыми Джохар якобы общался даже после официального объявления о его гибели. Было понятно, что чеченцам очень трудно смириться с такой утратой. И поэтому все жадно ловили слухи о том, что Джохар жив. А недоброжелатели Джохара подхватывали эти слухи и пытались действительно внушить какой-то части чеченского населения, что Джохар устроил войну, подвергнул их этим мукам и потерям, что он уехал за границу и живет припеваючи. Это была часть программы по дискредитации лидера чеченского народа, по дискредитации вообще борьбы чеченского народа за свободу и независимость. 25-го, я уже не помню точно, по поручению Государственного комитета обороны Хожи Ахмед Яриханов официально объявил о гибели Джохара Дудаева. В то время российские генералы официальным заявлением выступили в средствах массовой информации, заявили о том, что они действительно уничтожили главаря чеченских бандформирований. Но потом в последующем они убрали, они понимали, что они совершили преступление, или кто-то им подсказал, что рано или поздно, а такое преступление, за это нет срока давности, за это преступление нужно им необходимо будет привлечь к ответственности. Они все следы этой конференции и своих официальных признаний на том этапе убрали, хотя в последующем через каких-то экспертов они снова начали выдавать и сбрасывать в общественность информацию о том, как они ликвидировали первого президента Чечни Джохара Дудаева. Не помню точно, но кажется, это было в эти же дни. В эти же дни Завгаев выступил с заявлением и выразил соболезнования по поводу гибели Джохара. По всей республике, в каждом населенном пункте, в том числе и в Грозном, стали проводиться траурные церемонии. На эти церемонии пришли тысячи людей, в том числе даже те, которые противостояли Джохару. Джохара можно было любить или ненавидеть, быть его идейным сторонником или противником. Однако все признавали тот высочайший авторитет, которым он пользовался в народе и среди чеченских бойцов сопротивления. Да, гибель президента стала поистине всенародной трагедией. Место слышишь?
Cześć. Dzień dobry. Jesteśmy na placu nazwanym imieniem pierwszego prezydenta Czeczenskiej Republiki Iczkeria Dżohara Dudajewa. Nazwa została zmieniona 12 marca 2005 roku. Inicjatorem zmiany nazwy była partia Prawo i Sprawiedliwość przy współpracy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta decyzja to uznanie przez Polaków takiej wartości jak bariery niepodległościowej, która od wielu lat kieruje odważny naród czeczeński. Tak. Для русскоязычного. Салам алейкум. В Варшаве. А то в Варшаве, как мы видим, он находится на перекрестке Джохара Дудаева, первого президента Чеченской Республики Ичкерия, который назвали больше признание того, что чеченский народ отважно, мужественно защищал свою независимость в борьбе, в борьбе. Такие дела. Вокруг, вот видите, очень оживленный перекресток, множество административных зданий, жилых здания, небоскребы, все такое. Вот такие дела. Налды Алуан, Джохар Дудаев. Мы находимся в городе Риге, в улице Джохара Дудаева, которая была переименована во имя генерала сразу после его смерти, учитывая вклад генерала в борьбе за независимость. Партия «Национальное объединение» предложила Рижской думе переименовать улицу тогдашнюю космонавтика в имя генерала Джохара Дудаева сразу после смерти генерала. И мы все осознаем, что его вклад также в обеспечении независимости балтийских стран был довольно большой.
Поэтому, учитывая этот вклад, учитывая также его заслуги в чеченском народе, мы решили переименовать улицу. Мы находимся в столице Литовской Республики, Вильнюсе. В эти красивые апрельские дни, в священный месяц Рамадан, мы вспоминаем и молимся за героев чеченского народа, которые боролись за свободу своей страны и которые погибли. Прежде всего мы вспоминаем первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, которого коварно убили 21 апреля 1996 года. Джохар Дудаев является символом чеченской свободы, символом независимости Чечении. Джохар Дудаев был исключительной личностью, волевым и сильным человеком, с высоким интеллектом, с яркой мужской харизмой. До начала войны, буквально перед началом войны, я приехала в Литву в командировку, чтобы открыть информационный центр. И еще какие-то были дела. И я тогда даже не представляла, что я останусь в Вильнюсе на долгие годы. В Литве в парламенте была уже парламентская группа депутатов по поддержке независимости Чечении. Такая же группа была и в латвийском парламенте, и в эстонском. И когда в Чечении началась война, эти парламенты и общественность 3 балтийских стран морально и политически поддерживали чеченский народ и Чеченскую республику. Каждый понедельник в Сейме Литвы проводилась пресс-конференция по событиям в Чечении. Информацию, которую я получала от Джохара Дудаева, она передавалась сразу журналистам, которые были аккредитованы в Литве из других стран, и литовским журналистам. Президент Дудаев был со мной на постоянной телефонной связи. Почти 2-3 раза в неделю он звонил и всегда рассказывал, что происходило в Чечении. Джохар Дудаев и в Литве был очень популярен, и в Латвии, и в Эстонии.
Балтийские народы ценили его как личность, уважали его и оказывали ему всяческую поддержку. Вспоминаю слова Отто фон Хабсбурга, который был членом Европарламента. Он сказал, что Дудаев воюет не только за Чечению, Дудаев воюет за всю Европу. Известный белорусский оппозиционер и политик, и писатель Зенон Поздняк говорил о Джохаре Дудаеве. Джохар Дудаев – национальный герой, чеченский национальный герой. А для белорусского народа он образец и мечта о народном лидере. Не только они, но очень многие политики отзывались о Дудаеве высокими словами. Джохар Дудаев умел ценить ту поддержку, которую оказывала и Литва, и Латвия, и Эстония. В те годы даже мы не знали, что война будет длиться настолько долго. И не знали, что столько людей погибнет. Тем не менее, война эта оказалась для чеченского народа большим испытанием, страшным испытанием. И Джохар Дудаев умел подбодрить людей, вдохнуть в них уверенность, успокоить их, потому что трудности, военные трудности, смерть близких людей и отчаяние людей очень было тяжелым. Поэтому Джохар умел это делать. Сегодня, вспоминая их, мы, соратники, близкие, друзья его, помним его как замечательного человека, замечательного лидера своего народа, талантливого лидера. Он талантлив был не только в своем военном деле, но и как президент. Он был высокого интеллекта человек, высоких нравственных качеств. И мы гордились своим президентом. Здесь, в Литве, я часто встречала женщин, которые мне высказывали лестные слова о Джохаре Дудаеве. Многие женщины в своих записных книжках или блокнотах носили фотографию Джохара Дудаева. Сегодня, думая о них, о героях и о судьбе чеченского народа, мы понимаем, что эти события отодвинулись. И сегодня у нас другие задачи. Но то дело, которое посвятил Джохар Дудаев, то, что он свою жизнь и другие отдали свои жизни за свободу Чечении, мы это дело продолжаем. Человек уходит, но его дело остается. И сегодня для нас Джохар Дудаев, его интервью, его статьи, его высказывания для нас являются фундаментом для дальнейшей работы в борьбе за деоккупацию Чеченской республики Ичкерия. Пока мы живы и пока будет жить чеченский народ, память о Джохаре будет вечна. Господин Леонас Кирасериус, многолетний руководитель Вильнюсского отделения литовского движения «Саюдис», и он расскажет нам о том, когда и как начиналась чеченская, можно сказать, эра в Литве. Как этот сквер был назван именем Джохара Дудаева и почему. Пожалуйста. Ваши Экселленции, вы сегодня смотрите не меня, вы смотрите героя мира, президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Мы сегодня находимся у памятника гражданину Чечении, борцу за свободу и независимость всех народов мира, а именно за свой народный чеченский народ. В 1996 году, 6 октября, в День независимости Чечении, литовские представители здесь воздвигнули памятник
герою Чечении, президенту Чеченской Республики Ичкерии Джохару Дудаеву. Джохар Дудаев – это фигура мирового значения, который, борясь за независимость Чеченской Республики, он боролся за независимость всего мира и всего народа, который был оккупирован. Чеченский народ, выбрав президентом Дудаева, соблюдая все мировые стандарты и правила, восстановил независимость Чечении. В 1992 году Россия была вывести из Чечении все свои военные силы. Это означает, что российские власти признали Чеченскую Республику и сочли нужным вывести войска. Войска из Чечении были раньше выведены, чем из Германии, из других государств. Это еще раз означает, что Россия признала независимость Чечении. Однако милитаристические силы России, поняв, что им не нужна дружелюбная и мировая страна и государство, борющееся за мир и независимость, стало воевать против Чечении. В 1994 году, 11 декабря, Россия ворвалась в Чечению. За 26 лет войны российских армий в Чечении было убито около 300 тысяч чеченцев. Был нанесен ущерб материальный примерно на 300 миллиардов долларов США. Уважаемые люди мира, почитайте арифметику. Чечения, в которой было до войны 1 500 000 людей, потеряла около 300 тысяч людей. Это составляет около 20% населения. Вот теперь попробуйте, как выглядела бы Россия, если на нее напало какое-то государство. 20% от России, это было бы 26 миллионов убитых российских граждан. Кто может вздуматься в этот фальшь России, в этот геноцид? Люди мира, учитесь все у генерала Дудаева. Хотулк яздинерк Литва матадо из нокчмата ирдос. Хейк ант башри вела бухлек чукау казам лямнышка. Хотсигар гона барк туха велча диц мадила. Кузаха аконах ихли خلق غاتنا مارشون ونوقع دبخ نرش سيلح شدايمخ كندوها يازدي نرك لتوان بيتخوفو сигитас гяда. А сын, если века другого дождешься и, стоя на высоком Кавказе, будешь оглядываться вокруг, не забывай, что и здесь были мужчины, поднявшие народ и ушедшие свободы святых идеалов защищать. Сигитас Гяда, знаменитый поэт Литвы.
Имя Джохара Дудаева напоминает мне слово «свобода». Невероятной смелости человек, который пытался вернуть свой народ на карту свободных стран Европы. Тогда рухнула СССР, тюрьма народов, и ожидания чеченцев были такими же, как и у грузин, армян или литовцев. Народы Кавказа были порабощены во время жестоких оккупационных войн русских царей, но дух свободы остался. К сожалению, после столетий русификации деление земель сделало свое дело. Борьба за государственность – очень сложная миссия для народов Северного Кавказа. Дворцы коррумпированных оккупантов стоят на костях черкесского народа, например. Даже те народы, у которых есть собственная государственность, и они из-за гибридной войны из Кремля не могут присоединиться к демократическим альянсам безопасности. Сегодня свобода в Чечне подавляется самым мучительным образом. В кресло правительства Чечни была подсажена группа бандитов, ставшая террористической бригадой Путина. Нации, стремящиеся к свободе, оккупанты намеренно пытаются очернить, навешивая на нее ярлык террористов. Это часть российской гибридной войны. И потомки Дзержинского и Берии умеют это делать. Я верю, что народ, живущий в большом моральном и психологическом угнетении, не сломается. Борьба Дудаева не прошла даром. Она жива до сих пор. Империи не живут вечно, тем более в Европе. Россия изменится. Это положит конец управляемому Кремлем бандитскому правлению. Для того нужно стремиться, потому что это также вопрос безопасности для всей Европы. Я прошу Аллаха благословить это время для нас всех. Это время начала Рамадана, иншаллах, да Аллах нам использовать это время с пользой. Эти впереди идущие еще большую часть благословенного месяца Рамадан. Дорогие братья, сегодня мы хотели бы напомнить и собрались здесь для того, чтобы вместе разговеться, получить награду от Аллаха и напомнить об одном человеке, который на самом деле имеет большое значение в современном исламском мире для мусульман бывшего Советского Союза, в частности, то есть стран бывшего Советского Союза, постсоветское пространство. Аллах Субхану ва Тааля в священном Коране сказал: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, миналь муъминина ар-риджалу садаку ма ахадуллаха алейхи, ва минхум ман када нахбаху, ва минхум ман янтазир, ва ма набдалу табдила». Аллах Субхану ва Тааля говорит, среди верующих есть мужи, которые верны своему завету, есть среди них, которые выполнили обещано, а есть те, которые ждут, но не отступают от своего завета. Аллах Субхану ва Тааля здесь сказал о шахидах, о людях верующих, которые стоят твердо на пути Аллаха, на пути справедливости, и о тех, которые, как Аллах говорит, выполнили завет, то есть они стали шахидами, как нам известно из толкования Корана. Одним из таких людей, иншаллах, мы надеемся и просим Аллаха, что это первый президент свободной Ичкерии Джохар Дудаев, который вот примерно в эти дни, 21 апреля 1996 года, погиб от ракеты, от российской ракеты. Это человек, который доказал, разрушил миф о том, что Россия, она непобедима.
мы многие знаем о том, то, что несет эта страна на данный момент даже Украине, невосполнимые потери для украинского народа и даже для мусульман, потому что уже есть ряд наших братьев, которые погибли на этой войне, мы просим Аллаха принять их шахидами. И Джохар Дудаев, пусть помилует его Аллах, сказал, что мы все хотим жить в стране, в которой выполняются права людей, чтобы было право иметь дом, было право иметь собственность, жить спокойно, но, к сожалению, в России это невозможно. Сейчас поймали дикого медведя в лесу, посадили его в клетку, и нам говорят, заходите в эту клетку и живите с ним мирно. Так он сказал, это и есть Россия. Он сказал это, и более того, он предупредил многие народы бывшего Советского Союза о том, какие последствия будут у той вещи, которая называется русизм. И на данный момент то, о чем он говорил, что будет Кавказ, будет столкновение на Кавказе, будет проблема с Крымом и так далее, предсказал, как бы зная на основании тех данных, которые были у него, он объяснил и предупредил, что даже будет это и в Украине, то есть будет война. Также он сказал, что конфликт этот продлится, может быть, 50 лет и так далее. Но, иншаллах, мы просим, конечно, Аллаха, чтобы он прекратил то, что происходит во всем мире и в исламском мире. Вот. И этот человек сыграл значительную роль не только для самой Чечни, но для всех тех, которые понимают, что такое борьба с тираном, что такое сопротивление тем, кто хочет забирать свободу. Свободу в общем ее значении, свободу религиозную и так далее. Поэтому, иншаллах, хотелось бы сейчас прочитать дуа и попросить у Всевышнего Аллаха поддержки и помощи для нас всех в нашем соблюдении религии и в стремлении к справедливости и к истине. Джохар Дудаев стал символом независимости, символом борьбы за независимость не только чеченского, но и украинского народа. В честь Джохара Дудаева сегодня названо 3 улицы в Украине. И эти улицы даже после его смерти сильно раздражают нашего врага, российское государство, для которых даже после смерти Джохара Дудаева, после его героической гибели, он до сих пор остается для них символом раздражения. Они не могут смириться с тем, что независимая Украина имеет 3 улицы, названных в честь его имени. Это улицы свободы, улицы, где действительно чувствуется дух чеченцев, дух украинцев, людей, которые никогда не сломятся под натиском своих врагов и никогда не отдадут свою независимость своих государств. Эстония, город Тарту, площадь Барклая де Толле, а также отель имени Барклая де Толле, в котором в советское время находился штаб, в котором работал первый президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. В память об этом в 1997 году здесь была установлена мемориальная доска на эстонском, чеченском и английском языках, на которой написано, что в этом доме работал с 1987 по 1991 год первый президент Чеченской Республики Ичкерия генерал Джохар Дудаев. 21 апреля 1996 года во время переговоров первый президент Чеченской Республики Джохар Дудаев был коварно убит по приказу преступного российского режима.
В новейшей истории как и цивилизованного мира, так и чеченского народа это было первое убийство законно избранного президента. О Аллах, поддержи верующих во всем мире. О Аллах, даруй мир на всех землях, где проживают мирные и справедливые люди. О Аллах, мы просим у Тебя мира для мусульманских стран. Мы просим у Тебя мира и благополучия, и взаимопонимания там, где проживают верующие люди. О Аллах, мы просим у Тебя мира для Чечни. Мы просим у Тебя справедливости для той земли, на которой она отобрана. О Аллах, мы просим у Тебя мира и справедливости для Украины. О Аллах, мы просим у Тебя мира для всех стран, в которых есть конфликты, есть проблемы, где гибнут дети и где гибнут верующие и справедливые люди. О Аллах, мы просим у Тебя разъяснить нам, что такое истина, и показать нам ее истиной, и показать ложь ложью, и отвернуть нас от нее. О Аллах, мы просим у Тебя принять шахидами тех верующих, которые гибнут на Твоем пути. О Аллах, мы просим у Тебя благой смерти для нас всех. О Аллах, мы просим у Тебя, чтобы нашими последними словами была шахада, свидетельство о том, что нет Бога кроме Тебя, что Мухаммад Твой раб и посланник. О Аллах, упокой шахидам, прими шахидам в райских садах нашего брата, первого президента Ичкерии Джахара Дудаева, и тех верующих, которые были с ним и гибли рядом с ним. О Аллах, мы просим у Тебя мира и благополучия в раю для всех верующих, которые погибли на Твоем пути. О Аллах, Ты тот, который сделал шагаду, смерть на Твоем пути, защищая справедливость, защищая мир наивысшей наградой и наивысшей степенью. О Аллах, поэтому мы просим у Тебя поселить нас в раю рядом с такими людьми, рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижниками. О Аллах, мы просим у Тебя благословения для нас, для наших семей. Мы просим у Тебя сделать наших детей опорой для ислама и опорой для нас. О Аллах, помоги нам против тиранов во всем мире. О Аллах, Твоя религия ислам — это религия справедливости. Так дай же нам распространить эту справедливость. Дай нам защитить беззащитных детей и женщин. О Аллах, и дай нам научить справедливости и истины всех вокруг. О Аллах, мы просим у Тебя блага для нас всех, просим Тебя принять наш пост, месяц Рамадан, и наградить всех тех, кто способствовал этому ифтару. Мы просим у Тебя здоровья для них и для их семей, просим рая для них и для нас всех. Аминь. Аминь. Субханак Аллахумма бихамдик. Нашхаду ан ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.